Коммунистический режим Китая, который в течение многих лет дискриминирует и терроризирует народ Восточного Туркестана, попирая тем самым собственные законы, пытался обмануть международное сообщество, заявив на втором заседании Коммунистической партии Китая, состоявшемся в Урумчи, что права человека в Восточном Туркестане обеспечиваются по 5 категориям. Китайский режим в рамках 5-летнего плана, направленного на Восточный Туркестан с 2018 года, в рамках так называемой политики адаптации религии ислама к китайскому социализму, запрещающей все признаки ислама, разрушил 16 тысяч мечетей. Позже преследование стало применяться к мусульманам Хуэй, когда китайские власти сначала под предлогом антиарабизации снесли купола и минареты как можно большего количества мечетей или попытались придать им вид китайских храмов. Более 30 парламентариев со всего мира направили письма всемирно известной немецкой химической и пищевой компании Bedisch Anilin und Sode Fabrika в связи с жестоким обращением Китая с уйгурами. В своем письме президенту БАСФ Мартину Бурдермюллеру политики заявили, что из-за партнерства БАСФ с Xinjiang Marker Chemical Industry существуют шокирующие доказательства непосредственного участия в зверствах против уйгуров и потребовали у компании покинуть Восточный Туркестан. В ходе кибератак Китая на Министерство иностранных дел Японии в 2020 году обнаружено, что секретные дипломатические документы, принадлежащие Японии, похищены. В сообщении официального агентства Кайдо, основанном на источниках в Кабинете министров, говорится, что правительство Японии во время правления премьер-министра Абэ Синдзо в 2020 году обнаружило крупномасштабную кибератаку китайского происхождения. В утечке, обнаруженной при публикации дипломатических документов Министерства иностранных дел, утверждалось, что подробности характера содержания не были обнародованы. Утечка якобы касалась телеграмм с высокой степенью секретности между министерствами и зарубежными дипломатическими представительствами. Разведывательное агентство Соединенных Штатов и стран-союзников сообщили, что группа китайских хакеров, известная как Тайфун Вольт, в течение последних 5 лет нацеливалась на критически важные секторы инфраструктуры США. Согласно совместному заявлению, опубликованному в среду Агентством национальной безопасности США, Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, Федеральным бюро расследований и Администрацией транспортной безопасности, хакеры проникли в различные сети, включая авиационные, железнодорожные, транспортные, автомобильные, морские и водопроводные канализационные сети. На выборах президента Азербайджана победил Ильхам Алиев. Председатель Центральной избирательной комиссии Пинахов объявил, что Алиев получил более 92% голосов. Азербайджанцы пришли на избирательные участки, чтобы избрать нового президента, который будет управлять страной в течение 7 лет. По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрывов бомб в офисах политических партий в Белуджистане на юго-западе Пакистана за день до всеобщих выборов. Нападения, в результате которых было ранено более 20 человек, осуждены почти всеми политическими партиями. Губернатор региона объявил о 3-дневном трауре в связи с нападениями. Подчеркивается, что выборы состоятся.